одновременно великий и близкий, мыслитель планетарного уровня и наш земляк, знакомый и понятный в своем восхищении природой и в своей боли от несовершенства общества, Абай Ибрагим Кунанбаев. Сын ага султана, волостного старшины, стал для всего народа духовным предком. И его слова уже больше века находят отклик в сердцах людей. В предгорьях Шингыстау, в семье местной знати, родился мальчик, которому суждено было стать большим поэтом, философом и символом своей земли. Тот, чей путь, описанный Мухтаром Ауэзовым, стал энциклопедией степной жизни. То, чье ласковое прозвище, данное бабушкой, услышали во всем мире — Абай. Ласково говорила старая Зере: «Абай, будь осмотрительным, будь внимательным». И он старался, впитывая и запоминая мудрость родной культуры через сказки, легенды и песни, услышанные от бабушки и мамы. Эти истории стали истоками его прославленного красноречия. Абай смотрит на нас сейчас со страниц книг и сайтов, с плакатов и центральных площадей. Абай. Так называют улицы, здания, районы и даже аэропорт, словно передавая послание через годы. Живите с вниманием ко всему, что происходит вокруг нас и внутри. Вся история его жизни тоже стала посланием для потомков, примером любви к родине и народу. О, казахи мои, мой бедный народ, жестким усом небритым прикрыл ты рот, кровь на правой щеке, на левой жир. Где же правда? Твой разум не разберет. Ты и с виду неплох, и числом ты велик. Почему же, скажи, так обманчив твой лик? Ты не хочешь добрым советом внимать. Режет всех без разбора твой серп язык. Власть не можешь явить над своим добром. Спишь тревожным сном и тревожишься днем. То заносчив, то с обидой глядишь. Постоянен в непостоянстве одном. Каждый подлый, чванливый и мелкий сброд изуродовал душу твою, народ. Не надеюсь я на исправление твое, коль судьбу свою в руки народ не возьмет. Родич с родичем спорят из-за пустяков, Богом отнят их разум, удел их таков. Ни единства, ни чести, кругом разлад. Стало меньше в степях табунов, косяков. Из-за денег и власти кипит вражда. Ты бессилен, а спор ведут господа. Если накипи этой ты не смоешь себя, в унижении, в страхе ты будешь всегда. Разве можешь быть ты спокоен душой, если горки не в силах взять небольшой? Если стойкости нет, если твердости нет, разве можешь быть ты доволен собой? Если кто-либо укажет верный путь, ты клеймишь его неразумной хулой. О, казахи мои, мой бедный народ! Посвятив множество времени самообразованию, Абай осознает свое предназначение не только гражданское, но и политическое, и становится основоположником казахской письменной литературы. Сочинив около 170 стихотворений, поэм и сделав более полусотни художественных переводов Пушкина, Лермонтова, Байрона и Гёте, он обогатил казахское стихосложение новыми размерами, рифмами, формами. Он также создал 20 мелодий, и эти песни до сих пор одни из самых популярных. И, конечно, отдельной яркой частью творческой биографии Абая стоит произведение «Карасос». 45 кратких философских притч о жизни и народе, пронзительных в своей откровенности.